Опаньки. Так. Я даже, помнишь, да, дерева вообще нет. У меня, помнишь, у нас даже мы от солнца прятались, да? Здесь, блин, прям по кромке воды. Может, поверху пройти? Да, здесь нормальная дорога. А дальше там? Олег, давай руку. Олеж, давай руку. Просто подо мной нельзя идти, я тяжело, все обваливается. Пошлите. Что там такое внизу, а? Тише, тише. Да тихо. Не топтать, не стучать, не шуметь. Другая комната целая была. Здесь обвалилась и часть кельи была. Фонарь есть. Если бы чуть-чуть не увидела вообще. Я не вижу, как Испугался чего-то, то тихо пугайся. Там же батарейки есть запасные. Есть. Туда свети. А ну снова целая красота. Целая. Сюда посвети, Оксанка. Да. Вот, сюда. Отлично. А, ниша какая-то. Если Подсвечивай. она вот отсюда, вот и там еще допуски. Вот какие-то щелки. Вот ровно должно быть. Ну, или можно... Летучую мышь хотите посмотреть? Кстати, когда Дима снимал, они были целые. Дима, а его нет? Вот эти 4 змеи на хвостах держат. Свод неба. Олеж, мышку хочешь Пусть туда посмотреть? идет через 2 Видел? противоположных вращательных движения от головы, даже глаза видно. Я на нее смотрю, свечу. Их 4 должно. из песка? А здесь классно, да? Мушкары нету. Да. Может быть здесь? У каждого по отсеку. Машины снаружи. А вот эти... Ну, вот далеко не стена, она косая, вот такая дорогическая. Сейчас окулируешь, Небо. В эту сторону разверни, Саша, эти сумки. В эту. Какую? Ну вот, сюда. Да.
Ну нет. Так, да? Нет, ты... Почему? А это как бы верх был, послушайте меня. Чё А там? это подвалы были, я не знаю, это молитвенные комнаты были. Что там? Размер. Так, размер. Метр 3 шириной. Ну можно залезть сюда? Вот, давай залезай. Ну, сюда, конечно, можно. Там большая комната? Вот. Ну, 3 на... Если отсюда 2,5, где-то 3 на 3, где-то вот так вот. Да, я посмотрю. Подожди, сейчас. Подожди, Дима. Что такое? Это только сейчас появилось. крыша. Так, я лопату бросаю. Получается, у каждого по дому был свой храмовый какой-то комплекс, где можно было сесть Так. в медитации и молиться. Вы меня слышите, да? Не слышит, не слышит. Не, ну сколько километров? До Пустого монастырь? Тысяч. Нет, да вы представляете сколько? Там вот арка вода подмыла, когда-то, видимо, Мургаб там тоже был. Сейчас хлопковые поля. Не будешь сюда заходить? Ну, сейчас уже можно залезть. Провали туда. Да? Ну и все, что? А что делать? Все равно она обрушится. Каких на стенах ничего нет. Нет, нет, нет. Это или спальня. Какая То красота здесь была вроде здесь. ниша есть. Вот отсюда идет вниз. А может обвалилась стена, я не знаю, что там. Ну, сравнивая Здесь все между не собой, глубокий. можно Вот. ли... Ну, сколько? Ну, И дальше 1,5 ничего не метра. идет, да, Курбан? Да, 1,5 метра вот так упирается, она немножко вот так. Как вот ниша. Какая красота была. Если их все вот поставлять между Еще собой... вот это что? Этих, Нет, сколько там этих? еще туда продолжается. Это вон, видите, вон туда уходит. Это здесь Ну, не может быть, хотят. где-то мы найдем целую, понимаешь? Метров, наверное, 10, может быть. Все это прочитается, Есть. вот эти вот... Возможно, и здесь тоже, наверное, было. Может что-то. быть. Это нужно поработать. Так, я выхожу. Да? Только может. А здесь тоже что? Я не вижу. А нет, это обвал. Это рухнуло, но там какая-то вроде ниша была. Нет, это тень. Это... Смотри. Смотри. Вот это проем. Это упало сверху. Вот это вверх. Там что-то на фонаре, нет? Так, смотрите, вот потолок, рисунок. Вот, Обалденно. вот эти. Вот Это на всё. кашме, вот тут, правда, у них не такой угловатый, а круглый. Это все надо. Все надо оценить. Вот стена здесь кончается, да. Ну, немножко изъеденные. Так. Но все равно вот конец, 100%. Дальше вот свод шел. Выключи фонарик. Здесь мы видим... Во, Вот смотрите, все-таки потолок абсолютно ровный. Это тоже в этом смысл. Какая-то вот эта вот плита непонятного назначения, которую нужно просто очистить элементарно. Обмерить, посмотреть, что вокруг, что у подножия. Явно функциональная. Ее просто оставили, все вырубили, а ее оставили вот такой. Что могло бы значить? Нет, это элемент ритуала. Вы видели, какие комнаты там великолепные, с какими рисунками? Тоже религиозными. В Экидышихе каждая комната предназначена для особых молитв. На стене что-то было, они вот потом вот изъеданы, упали все вот из-за сыра. Валерий Иванович, Вот. какого времени может быть это? Ну, у меня есть гипотеза, с Гипотеза. которой не согласен. Я думаю, будет не один Может, археолог. трещина. Единственная точка опоры
Понимаешь, вот, Курбан, это все рихтовка. Да. Это не системные эти рисунки. Это похоже Это- на рихтовку. А может быть, Она они вот- ромбическая наискосок. Да, вот здесь вот весь. Знаешь, сейчас листочку. Ой, здесь только калиточка ходила. Ну, все, сейчас самое. Все пещеры. То, что от них осталось. Гостинись. Знаешь, что-то я не похож на джетика, а ты очень похож. Зараза. Прыгнул на ногу травмированную. Настен, подожди, я подойду. Вышли палуба. Стой, руку. Попу повернись к воде. Попробуй. Стой! Так вот ступеньку сделай, Стой, и так жди. ступаешь. Сейчас пройдут они, видишь, все сыпется. Вот так ступеньку делай. Так, давайте вот там, где мы наступили, иначе нельзя. Настя, выше поднимитесь. Я уже подняла. Я его поднесу. Мама, не видит от нас, кстати. Я реально Она похожа походу на не утонувшего. пошла. Тише, не смейся. Не смейся. Какое-то старое место или просто Чего рукотворное? Написано курган. Это тот же парень везет тех же коробок. Не, другой. Другой трактор? Да. Здравствуйте. Я стараюсь, да? Отлично все, спасибо. Хочет видеть. Пошли мантры петь. Че, мантры поют? Идиоты поехали.
Пол совершенно наклонен всюду, слегка вниз, правый Темно. Мам, темно. Все, вытаскивай. Темно. Здесь вещи наделаны, пол не наделаны. Был фонарик здесь. Да, тут много людей. Все, кто были. Угадайте с 3 раз. Кто сейчас приходит, те Вон он, смотри, фонарик. Потом колодцы покажем. Ползи, Там, ползи. Конечно, яйца. Давай. Я уже... Олег, да? Сейчас пройдем, покажем. Только ты аккуратнее, там провалы бывают. Мама, дай. А я тоже хочу. Яйца. Папа тоже Здесь хочу. мы тут сейчас откопали. Сейчас, Олеж, подожди. Сейчас вместе пойдем. Давайте вы это... Обратите внимание, Ой, идет, идет не с... Помоги, мы попадаем. На ступеньки спустись. Куда Потом руки помоешь. Олег, стой там. Подождите, ну я вылезу. Спокойно. Лежи. Лежи, я снизу, погодите, пойму. Там еще что-то здесь? Стой, стой, стой. Давай. опа. Вот, молодец. Все, хочу. Я посмотрю, что здесь. Папа, поможешь мне залезть? Достаточно низко. О, хорошая комната. Заходите туда. Вот провал. О, глубоко тут. Назад. Давай, посмотри. Все, смотри. Все. Выходим. Глубоко. Точно глубоко. Все, вылази. Вода. Выходи. Выходи. Не сворачивайся. Нет, здесь нет. Он опирается на мозгу. Он имеет 3 уровня. Первый, второй, еще есть третий. Значит, если вы хотите попасть в молитвенные комнаты вот этого уровня, то вы, естественно, не можете отсюда идти. Вы должны идти вот с этого уровня. Поэтому как хотите, так и прыгайте. Ну, здесь, видимо, были приспособлены. Будут комнаты, которые во 2-й уровень вход. 3-й уровень будет, вот здесь рихтовка. В одной комнате есть 3-й уровень, он просто гладкий, ровный. Там божество, туда хода нет. Вот схема. Аналогично здесь. Колодцы там должен быть, наверное. Вот это вот единый комплекс. Я вам хочу показать комнату с этими яйцами огромными. Обязательно, это все. Где? Камеру снимай, это без вспышки. Здесь в каждой комнате у них обязательно светильник. И вот здесь
обычно у них бывают всякие очищения. Сейчас покажу. Вот эти вот. Это не светильник. Здесь у них, скорее всего, типа гармалы, что-нибудь. Благовоние. Ну, стерилизация. Потому что здесь клопы, клещи под землей очень плохо жить. Вот он. И у них при прохождении через порог обязательно вас окуривает что-то. Да, здесь правитель сидел. У них водили, там сидели. Аля туда ушел, Оксана. Сзади. Вот, да, да. Вот эти. Сейчас папа. Она закрывается глухим совершенно, полный вакуум, звуковой, информационный, абсолютная тишина и темнота. Вот здесь вот единственное, что мы нашли, это вот здесь вот по углам, видите, вот. То есть какие-то стояли здесь, может быть, светильники, вот. Углубление, да, здесь есть. Вот что-то такое. И собственно, Вот, больше вот за ничего. спиной, вот здесь под ногой хорошо очерчено 3 штуки. Вот. Да, да. Вот. Во-первых, здесь, по-моему, 7 ступеней. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 цифр — это опять матриархальная времена. 7 — это цифра матриархальная. Порог. Они отрывают вход сюда от уровня коридора. Вы поднимаетесь. Ну, это, вот я уже говорил, это, скорее всего, для того, чтобы подавать сюда пищу, там, воду или все, что угодно. Потому что здесь, опять же, вот дверь глухая. Вас запечатали туда, все. Вот здесь можете войти. Заходим. Во-первых, она выше всех остальных. Есть. Должен быть колодец здесь тоже. То есть здесь все сферы. Да. И для медитации комнаты, и колодец глубокий. Это одна из центральных комнат. Есть комната, где обитал как бы самый старшой. При выходе слева, так там все вот это до полировки протерто. И видно, у него в этой комнате все. У него там и колодец, и верхние все ярусы, и дальше жилая комната далекая. То есть он, видимо, постоянно находился здесь, какой-то главный башляк этого всего хозяйства. Вот. То есть вообще усматривается такая законченная система. Где вы платили за билет, железный лист лежит при входе. Вот так вот. Он закрывает лестницу, уходящую на нижние ярусы. Здесь вот они, пожалуйста, ниже. Сейчас на 8 ступеньках что-то же Священник же праздновал рамки. Ну здесь вот смотрите, вот у них вот это водяной уровень, это небесный. Первый небесный уровень, потому что она отсюда. Не отсюда, а отсюда. Вот вы впадаете в комнату молитвы. И вот там она единственная рисунок. Вот он. Вот же вы увидите в Ирландии, все проблемы такие. Вот он. Вот, сверху. Да, ладно,
Папа, Олеж. папа, я починил. Я починил фонарик. А это крепость, да? Это не Тышкепринская крепость, нет? Падает крылья и летать. Такая птичка, какой падает крылья и летать. И смешная. Есть заметно, да? Слезай уже. Его востока. Крякнешь. А чё мне? Я не хочу слезать. Правда не слезу. Паскарата крезом макироваться. Ну давай это. Ты должен знать такие вещи. Откуда я? Я же Чебан, ты же знаешь. Россия не имела права южнее этой точки ничего больше захватывать. Так, значит, там Кушка, вот в той стороне. Вот сейчас На мы юге. мост проезжали, это Кушка речка, она идет туда на юг. А наша долина куда идет? На восток, На восток, да. Мургаб. И вот он протекает здесь, вот где он там видны деревья. Кушка впадает в этом месте. Южнее этой точки был запрет. Европа диктовала России политику. Она очень не хотела Англии, чтобы вообще Россия куда-нибудь здесь совалась. Но Россия все-таки успела захватить юг. После Крымской войны, да? Да. Стояла тихо, мирно, никого не трогал. Генерал Комаров. Возможно, на этом холме был у них Туда, ближе, дальше. ну, собственно, армия-то была подальше. Вот. Ставка. Ставка, да. Напротив располагались очень большая армия афганцев. У них были наблюдатели, два английских офицера. Так, тихо, Один тихо. из них, вот этот капитан Лессо, который и открыл Кидыши. Вот. И еще был индус-врач, трое англичан. И афганские армии, в основном с Герата, по-моему, они были. Причем на протяжении такого определенного периода они перегруппировывались, располагались уже вокруг, артиллерию подтянули. И стало ясно, что еще немного они просто накроют эту русскую нашу
армию, и все, и там разговора не будет. Англичане приезжали к ним дипломатически пить чай, беседовали, с ними хорошо беседовали, все нормально, руки жали. Ну не бойтесь, вам ничего не грозит, да, но тем не менее, да, Вот. В какой-то момент стало ясно, что если ничего не предпринять, то в следующий момент уже русской армии не будет. Комаров принимает решение атаковать. Это было в начале марта. Афганцам не повезло. Во-первых, они не ожидали. Они вели себя очень нагло. Вот. Эта атака, они просто панически стали бежать. И Россия захватила их лагерь сразу. Со всем, что там было. Флаги там, продукты, все. А можно это? Конечно. Битва была вот вокруг вот этого холма, они вот бегали, ну, знаете, на конях рубились, вот вокруг вот этого холма. А потом погнали. Вот, видимо, вот немножко туда, и там речка. Часть погибла здесь от туркмен. Они уже тут по договору принимали участие. А афганцам не повезло, потому что пошел снег. И вот они, оказавшись просто вот без ничего, без оружия, без еды. Мургаб развился, сель прошел как раз. Мургаб развился, и основные цели этой армии за Мургабом остались. И не могли поднести. Англичане обратились в данный момент к руководству генералам: спасите нас, потому что афганцы выражали активно претензии, какого хрена вы тут вообще нас сюда привели, обещали. Вот. Было выражено согласие вас принять и спасти. Вот. Но пока эти переговоры были, англичанам ничего не осталось, как вскочить на лошадей, все бросить вообще и убежать вместе с афганцами в те края. Вот такая история.